Пятно нефтепродуктов было обнаружено сегодня на очистных сооружениях Альтиева. По предварительным данным, источником загрязнения стал Назрановский коллектор, куда были сброшены отходы. Специалисты Росприроднадзора устанавливают масштабы загрязнения. Для оценки ситуации на место также выехали специалисты регионального управления Роспотребнадзора, Республиканского Минприроды и администрации Назрани. По итогам прокурорской проверки виновных привлекут к ответственности, проведут взыскание суммы ущерба, причиненного природе. Мы оперативно, мы с начальником отдела, инспектора выехали, сразу передали есть подведомственная лаборатория, отсылайте, аккредитованная, вызвали их и выехали на место, чтобы составить документацию, фото, видеосъемку, вот ситуации, взять показания, объяснительные с работником водоканала, и отобрать пробы. По результату пробы будем уже принимать меры. Они покажут, есть ли превышение, нету. Сегодня, как мы видим, все это поступило. И со слов работников очистных, что это с коллектора, городских коллекторов поступило, что кто-то скинул в городской коллектор. Мы со своей стороны, наша задача узнать, загрязняется ли водный объект, река Назранка. Мы будем отбирать пробы, контролировать сегодня, завтра и смотреть, как работники водоканала будут принимать меры по очистке своих очистных сооружений. Нами организована работа по предотвращению данной, скажем так, небольшой катастрофы, ввиду того, что благодаря нашим студентам Ингушского государственного университета, которые оказали свою помощь, были добыты с нашего университета сорбенты, которые мы применили и видим, что их работа дает результаты. Сегодня в течение суток будет также доставлено нашим университетам более 100 килограммов данных сорбентов. Это было организовано нашим министерством, и тем самым мы предотвратим данное загрязнение, будет вода очищена от нефтяных и от нефтепродуктов. Также было предоставлено нашим министерством земля, чтобы на выходе хотя бы немножко нефтепродукты были задержаны, не попадали в нашу речку федерального значения. Коллеги, работаем со всеми коллегами в тесном взаимодействии, группа все на месте, и думаю, что в скором времени данная проблема будет устранена.